Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня 20 урок. Тема сегодняшнего урока аль-маддуль ариду лиссукун, выставленная мадда. Данное правило образуется, когда буква, стоящая после буквы удлинения, сукунируется по причине остановки. Если сказать проще, если буква удлинения идет предпоследним, а последняя буква сукунируется по причине остановки. Например, Роббиль алямин. Здесь буква Я стоит предпоследним, а последняя буква читается сукунированным, то есть алямин. Хотя идет алямина, но при остановке мы читаем как на сукуне. Алямин. И здесь три варианта удлинения. Либо 2, либо 4, либо 6. То есть можно сказать Роббиль Аламин или же Роббиль Аламин или же Роббиль Аламин на 6. И в этом правиле есть условие. Если при чтении суры в начале, первом аяте, мы удлинили на две огласовки, например, в суре Фатиха возьмем Бисмиллахир Рахманир Рахим, то до конца суры мы должны читать удлинением на две огласовки. Если мы начали суру с удлинением на 4 огласовки, до конца суры мы должны соблюдать этот темп, только на 4. То есть не должно быть так, например, первым аят читаем на 2, втором 4, третьем 6. То есть именно должны соблюдать один темп. Сейчас мы прочитаем суру Аль-Фатиха. Первый аят. Бисмиллахир Рахманир Рахим. То есть я удлинил на 4 огласовки. И в последующих аятах также должен соблюдать это правило. 4 огласовки. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Ар-Рахманир Рахим. Малики Яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Вот это правило, мы не прошли его, иншаллах, пойдем на следующем уроке. Здесь удлиняем на 6 огласовок. Следующее правило — маддуллин, мягкая мадда. Данное правило образуется, когда перед сукунированными буквами вау и я стоит буква с фатхой, а последующая буква сукунируется по причине остановки. Здесь у нас вот две буквы, это вау и я. Они должны быть сукуном, а перед ними буква должна быть с фатхой, и в конце должна быть остановка. Это правило бывает только в остановке. Например, Ороиш. Буква Я сукуном, перед ним фатха, в конце остановка. Здесь у нас также три варианта. 2, 4, 6. Можем удлинить на 2 огласовки, либо 4, либо 6. Вот здесь у нас удлинение бывает, удерживая букву. Например, Ороиш на 2, Ороиш на 4, или же Ороиш на 6. Или же Хазаль байт. Потом Хауф, Вассайф, Валясауф. А при продолжении это правило уже здесь не удлиняем. Просто Курайшин, Хазаль байти, Хауфин, Вассайфи, Валясауфа. То есть это правило будет именно при остановке. То есть удлинение 2, 4, 6 огласовок. И здесь у нас идут аяты. Ну, прочитаем полный сур, иншаллах. Суратуль Курейш. Прочитаем суру Аль-Курейш. Бисмиллахир Рахманир Рахим. Первый аят. Лииляфи Курейш.
Я удлиняю на 4 огласовки. Буква Я идет сукуном, перед ним фатха, в конце остановка. Потом إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Это правило мы прошли на предыдущем уроке. То есть после буквы удлинения идет хамза. То есть удлинение на 4 или 5 огласовки. Потом فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Вот у нас здесь идет правило встреча два мима. То есть первый мим не читаем, второй удваиваем. Здесь правило ихфа. Удлиняем нун. Мин. Потом здесь идлам. Джу'иу. Переходим на вау. Потом аманахум. Два мима встречаются. Здесь мин хоуф. И правило исхар. Читаем как есть. И здесь завершаем урок. Вальхамду лиллахи раббил аламин.